Опять же хочу обратиться к вам, Эмомали Шарипович. Мое выступление касаемо оппозиции, в частности лидера группы 24 Умарали Куватова. Все мы знаем, что любой человек, ставший на ваш путь и выступивший против вас, сразу же становится врагом народа и его ждет расправа. Если ты политик и открыто высказываешь свое мнение по отношению к власти, ты можешь быть признан невменяемым, экстремистом и тебя сажают в тюрьму. Если же эти методы не работают, ваш режим применяет такие методы, как подбрасывание наркотиков, силовое давление на родственников, либо даже вплоть до физического устранения человека. Как бы то ни было, любое свободомыслие жестоко карается. Так и Умарали несколько месяцев назад начал выступать и открыто говорить о проблемах в нашей республике, и в частности о том, как вы правите государством. Сегодня же мы видим то, что Куватов задержан и пребывает в СИЗО в Арабских Эмиратах. При этом даже до сих пор, прошел уже месяц, вы также не предъявляете ему никаких официальных обвинений. Видимо, вы, Эмомали, пока же не можете собрать нужное количество бумаг, чтобы обвинить его по всей строгости, тем более зная, что Дубай просто так его вам не отдадут. Им нужны реальные доказательства, а у вас их просто-напросто нет. Куватов один из немногих, кто не побоялся и выступил против вашего правления, и я горжусь им. И тут нужно быть, наверное, полным вороном, чтобы не понять, что вы любыми путями пытаетесь его устранить. Для начала это подтверждает тот факт, что после выступления Куватова вы сразу же его обвинили шизофреником, как бы дав народу понять, что он несет чушь. Но после задержания Умарали у вас возник вопрос, как он может быть подвергнут уголовному преследованию, если он признан человеком, страдающим психическими расстройствами. Ну, вы, естественно, не растерялись, и в интернете была опубликована статья, которая гласит, что Умарали никто не обвинял невменяемым, и каким образом эта справка была распространена, никто не знает. Это означает всего лишь то, что вы просто решили отказаться от намерения выставить Куватова недееспособным, чтобы осудить его по всей строгости. И вы готовы на все, лишь бы Умарали не раскрывал больше ваши тайны. Тем самым, опять же, показывая свою неграмотность в решении каких-либо дел, и тем самым показывая народу, как вы научены решать свои проблемы. Одного задерживаем, другого сажаем, третьего убиваем и так далее. Мы знаем, что Куватов являлся основателем компании Таджрон и Фарос, которая отобрал у него ваш зять Шамсул Сахибов. Все это, конечно же, вашим родственникам отрицается. Так и недавно руководство компании Таджрон заявило, что Куватов не имеет никакого отношения к созданию компании, и что он не занимал и не занимает там никакой должности. Но раньше, когда еще Куватов находился в Таджикистане, он выступал на различных пресс-конференциях как генеральный директор компании Фарос, и этому есть даже видеозаписи. Тогда же представители компании Фарос не выступали с заявлением о том, что Умарали не имеет к ним никакого отношения. Тогда объясните, как человек с улицы, как вы утверждаете, может говорить, что он генеральный директор и выступает за свою компанию? Ну, выходит маленькая несостыковочка. Также, как нам известно, на сегодняшний день уже изложено 3 аудиозаписи разговора Сахибова, вашего зятя, с Умарали, которые подтверждают тот факт, что все-таки Куватов работал с вашим зятем, и ваш зять просто-напросто решил лишить его бизнеса. Естественно, Куватов после этого инцидента и начал выступать, ну и правильно сделал. Давно пора открыть народу глаза. Это и стало причиной того, что вы, Эмомали, решили каким-либо путем ликвидировать вашего конкурента, который открыл все ваши тайны. Но не забывайте одно, что доказательств невиновности Куватова намного больше, чем ваших фальшивых документов. И закрыв одному рот, вы не закроете рот всему народу. Вы и ваша семья, Эмомали, жестоко защищали свои интересы в бизнесе, невзирая на последствия для всей экономики. Но задержанием или ликвидацией того-либо иного лица вы, Эмомали, краше не станете. Этим же вы, напротив, доказываете, что от вас можно ожидать чего угодно, и что при вашей власти наш народ просто-напросто не дождется хорошей жизни. Вы уничтожаете любого появившегося на горизонте конкурента вместе с мечтами нашего народа.
Признайте же, вы просто боитесь свое место на троне потерять. Вы боитесь каких-либо изменений. Вы ради славы и денег готовы убивать. Вы готовы до старости быть президентом и ничего не делать. Но так нельзя. А пост президента это не хобби, это не отдых, это судьба нашего народа, нашего родного таджикского народа. Нашим народом нужно гордиться тем, что он столько лет жил в нищете и терпел ваши прихоти. Если вы за 20 лет ничего для своего народа не сделали, то хотя бы сейчас уйдите достойно и дайте жителям Таджикистана прожить свою жизнь, не вспоминая о вас лихим словом. Хватит уже наказывать людей, которые стремятся изменить нашу жизнь к лучшему. Дайте другим исправить ваши ошибки. Мы, народ Таджикистана, достойны жить в человеческих условиях.